维吾尔自治区人民政府副主席周红梅女士，代表马兴瑞书记和爱克体面自主席欢迎这位是科兹勒苏科尔克孜自治州党委党组王学峰先生，这位是州长罗德在利先生。好。Горячо приветствую. Уважаемый господин секретарь, благодарю вас за ваши теплые слова приветствия. Вы только что озвучили очень позитивную оценку развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. Я абсолютно согласен с вами. Прежде всего, позвольте выразить вам сердечную признательность за ваше традиционное гостеприимство и радушный прием. С момента моего приземления в аэропорту Кашгара мы окружены большим вниманием и заботой. Я очень рад видеть вас в добром здравии, вновь на гостеприимной земле Синьцзянь. Дни, проведенные в Урумчи в августе прошлого года, оставили в моем сердце самые неизгладимые впечатления. Тогда мы с вами провели действительно очень полезные, содержательные переговоры по нашей двухсторонней повестке. Редко, когда в рамках двухсторонней беседы удается обсудить весь широкий спектр вопросов, но у нас с вами это получилось, причем очень хорошо. Наши переговоры всегда доверительные, открытые и, главное, весьма конкретны. Это полностью соответствует духу добрососедства. Мы не только близкие соседи, верные друзья, но и стратегические партнеры. После вашего визита в Бишкек в марте прошлого года мы встречаемся уже в 3-й раз. Сердечно поздравляю вас, лично и весь многонациональный народ Синьцзяна, с наступившим Новым годом по восточному календарю, праздником весны. Я всегда рад обменяться с вами мнениями и планами по продвижению уже начатых совместных проектов, практически всех вопросов, которые интересны и нам, и вам. Президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Нуркожоевич Жапаров, с большой теплотой вспоминает свой государственный визит в Китайскую Народную Республику, совершенный в прошлом году. Наши страны по праву могут гордиться достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. С большим удовольствием передаю слова наилучшего приветствия и пожелания нашего президента, уважаемого Садыра Нуркожоевича Жапарова, председателю Китайской Народной Республики, его превосходительству господину Си Цзиньпиню. Также я прошу вас, уважаемый господин секретарь, передать слова приветствия и признательности моему дорогому коллегу, премьеру Госсовета Китая, его превосходительству господину Ли Цяну. Мы с господином Ли Цяном имели прекрасную возможность обсудить наше двухстороннее взаимодействие в ходе его успешно состоявшегося официального визита в Кыргызстан в октябре прошлого года. Мы тогда условились о том, что два правительства сделают все возможное и невозможное, чтобы реализовать все поставленные лидерами наших государств задачи. Безусловно, во главу угла нашего взаимодействия мы неизменно ставим непрерывное процветание народов наших стран. Мы всецело поддерживаем инициативу председателя Китайской Народной Республики, уважаемого господина Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь», отметивший свой 10-летний юбилей в прошлом году. И крупнейшим транспортным проектом в рамках этой инициативы, которая окажет позитивное влияние на торгово-экономическое сотрудничество Кыргызстана с Китаем, выступает, конечно, строительство железной дороги Китая, Кыргызстан и Узбекистан. Нас очень радует активизация практических действий государств-участников по реализации проекта. Сегодня, по-моему, идет консультация в Пекине, последняя, по началу строительства этого объекта. Рабочие группы там работают. Укрепляется сотрудничество по линии Шанхайской организации сотрудничества и по линии нового формата регионального взаимодействия Центральная Азия и Китай. Уважаемый господин секретарь, в нашей сегодняшней повестке дня сотрудничество по 3 вопросам является самыми ключевыми.
Это модернизация КПП Иркиштам и Таругард. Сейчас идет пилотный проект 7/14. Мы хотели бы сделать 7/24. Открытие КПП Бедель и строительство автодороги Барсховна-Турфан-Аксу. Мы нацелены на развитие транспорта, логистической инфраструктуры, снятие ограничений, мешающим торговым обменам, созданию взаимовыгодных условий в торговле. Мы хотели бы расширить наши возможности и перейти с вами на ежедневный и круглосуточный режим работы указанных КПП в режиме 24/7 после завершения тестового режима. Тестовый режим завершается 30 июня 2024 года. Мы по мере возможности стараемся модернизировать эти пункты, расширяем территорию таможенных терминалов. Буквально 2 месяца назад, в декабре прошлого года, мы открыли обновленный КПП Торугард-2. Такая же работа проводится нами по пункту пропуска Иркиштам. Территория пункта пропуска Иркиштам была расширена до 7,7 гектаров. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за строительство моста кыргызско-китайской дружбы по пропускному пункту Бедель. Это наиболее приоритетный вопрос текущей повестки дня. Вам хорошо известно, наши страны сходятся в едином мнении в вопросе скорейшего открытия нового пункта пропуска Бедель на кыргызско-китайской границе и строительства автомобильной дороги Барсховна-Турфан-Аксу. Главы наших государств, его превосходительство господин Си Цзиньпинь, уважаемый Садыр Нуркожоевич Джапаров, ставят амбициозную задачу открыть Бедель и запустить дорогу уже в текущем году, 2024. 访问新疆，去年是这个到乌鲁木齐访问，参加这个商品博览会，这次是专门到喀什来访问，包括到科州回国总统扎布罗夫总统两国元首达成共识，特别是这个提到了中吉乌铁路的别地里口岸这些大事，所以说你这次访问，我是觉得意义重大。几个方面意义重大，一个是应该说也是历史上的这个，从我们中国新疆的地方看啊，历史上也是巨大的突破。去年你看你来访问，是不是？这个我去年访问了硅谷，跟总统和总理跟你们都见了面。